Еще недавно казалось, что Дональд Трамп и Илон Маск — непобедимый тандем. Миллиардер помогал президенту бороться с якобы существующим глубинным государством Вашингтона, а президент щедро нахваливал его инновационный подход. Но прошло всего несколько месяцев после возвращения Трампа в Белый дом, и идиллия сменилась скрытой конфронтацией. Напряжение между двумя самыми влиятельными людьми Америки нарастало стремительно, и сейчас уже не кажется, что от их союза что-то останется в ближайшее время. Ярким эпизодом стало заявление самого Трампа. На одном из апрельских заседаний кабинета, куда был приглашен и Маск, президент вдруг заговорил о будущем своего звездного советника. Он похвалил Илона за фантастическую работу, но тут же резко сменил тон. «Мне не нужен Илон ни для чего, но он мне нравится. Говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», заявил американский президент. Прямая цитата прозвучала двусмысленно, как признание заслуг, так и намек на скорую отставку. В зале воцарилась нервная тишина. Кто-то из министров хмыкнул то ли от неловкости, то ли от неожиданности. Маск, по словам очевидцев, сохранил каменное выражение лица, хотя подобные слова явно были для него холодным душем. Трамп тут же объяснил причину. Дело в загадочных 130 днях. Оказалось, при назначении Маска главой новосозданного департамента госэффективности с говорящей аббревиатурой, как меня поправляют все время, «Доужи», но мне нравится «Доги», ему присвоили статус специального госслужащего. А по закону такой статус ограничивает работу в правительстве 130 днями в году. Другими словами, Маск с самого начала не мог оставаться в Белом доме на постоянной основе. Трамп подчеркнул, что Илон по истечении этого срока вернется к своему бизнесу. Он потрясающий, но у него есть большая компания, которой он должен управлять, и поэтому в какой-то момент собирается вернуться. Он хочет этого, я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, пояснил Трамп журналистам. Заявление прозвучало одновременно как комплимент и прощальная речь. Фактически президент подтвердил слухи, что Илон Маск покинет администрацию спустя 130 дней, примерно в конце мая. Причем Дональд добавил, что оставил бы Маска дольше, если бы мог, но вынужден подчиниться формальностям, которые в остальных случаях его не то что не останавливали, а, возможно, наоборот, становились для него красной тряпкой, и которые он всячески нарушал. Слова про «мне не нужен Илон Маск», «мне не нужен Илон» мгновенно разобрали на цитаты СМИ. Подметили в них очевидный охлаждающий подтекст. Трамп уже не видит в Маске незаменимого союзника, каким считал его еще недавно. Что же довело ситуацию до такого поворота? Ведь в начале года все было довольно гармонично. 20 января 2025 года, сразу после инаугурации, Трамп подписал указ о назначении Маска главой Доги. Или как советником, там была сложная формальная процедура. Илон тогда вошел в администрацию на правах старшего советника президента, буквально первого друга Трампа. Ему поручили амбициозную миссию — сократить расходы и раздутость федерального правительства. Маск принялся за дело с энтузиазмом, даже чересчур. И вот тут начали возникать трения между дерзким предпринимателем и неповоротливой государственной машиной, как это позиционируют республиканцы. Но по факту между человеком, который ни хера не понимал в американском госуправлении, и людьми, которые имели хоть какое-то представление о нем. Уже через несколько недель Маск устроил мини-революцию, разослал чиновникам грозное письмо с требованием отчитаться, какую пользу они принесли за последнюю неделю. Более того, он пригрозил увольнением тем, кто не ответит. Для закостенелого бюрократического Вашингтона, да и в принципе для любого адекватного аппарата государственного, это был шок. Ряд ведомств поменьше послушно кинулись писать отчеты, но ключевые игроки, там ФБР, Госдеп, Пентагон, АНБ, открыто отказались подчиняться новому ревизору, потому что да на каких нахрен основаниях. Началась негласная война нервов. Сначала Трамп напор Маска публично поддержал и одобрил его действия, даже призвал действовать еще агрессивнее. Казалось, президент готов идти напролом вместе с Илоном, ломая старые порядки, но сопротивление аппарата росло. В кулуарах кабинета министров начали роптать. Маск, мол, не координирует свои шаги, творит, что хочет, не ставя в известность руководителей ведомств. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другие советники были вынуждены тушить пожары, которые он разводил своим напором, и про это я делал отдельное видео, где как раз был большой скандал в кабинете самого Трампа, и где Рубио спорил уже непосредственно с Трампом. Уже в начале марта появились первые признаки охлаждения. По данным Политико, Трамп тихо урезал полномочия Маска, как раз после того скандала. Маску запретили единолично увольнять чиновников и навязывать свою политику. Отныне он мог только давать рекомендации. Фактически президента обеспокоило, что его энергичный советник перегибает палку. Сам Маск, как писали журналисты, вынужден был признать, что Доуж или Доги допустил некоторые ошибки и согласиться с директивой шефа. Публично об этом не объявляли, но знающие люди заметили, не прошло и 2 месяцев, а Илону уже слегка подрезали крылья. Более того, один инцидент вызвал настоящий скандал.
один из целого ряда скандалов. В погоне за экономией Маск умудрился урезать финансирование программы по предотвращению эпидемии, задев статью расходов на профилактику Эбола, да и много каких других медицинских программ были сокращены. Когда выяснилось, что под нож попали важные медицинские проекты, поднялся шум. Ситуацию усугубило то, что Маск предложил игнорировать решения судов, временно заблокировавших разные сокращения. Заговорили фактически о конституционном кризисе, ни много ни мало. Белому дому пришлось срочно заверять публику, что никто не собирается нарушать закон или игнорировать суды, и что президент Трамп уважает систему сдержек и противовесов, о которой Маск не имел никакого представления. Если вы помните его твиты того времени, он такой: как это суд может заблокировать то, что говорит президент? Абсолютно безумие. Этот эпизод отчетливо показал, методы Маска вызывали все больше споров даже среди соратников Дональда Трампа. Республиканцы начали нервничать. Окончательный же раскол оформился на почве торговой политики. И тут, кстати, Маск занял достаточно адекватную позицию, но, опять же, в противовес Трампу, что его и подвело. Дональд Трамп, вернувшись к власти, взялся, за введение новых заградительных пошлин. В начале апреля он огласил масштабные тарифы, одну из самых безумных вещей вообще в истории президентов Соединенных Штатов. Базовая ставка на 10% на импорт для всех стран, для Евросоюза 20%, и для разных там по-разному. С Китаем у него там уже 145%, хотя Трамп дрогнул в этой войне с Китаем, и Китай фактически прогнул Трампа, но об этом как-нибудь в другой раз. Такая протекционистская мера, по мнению президента, должна была защитить американскую промышленность и даже помочь выплатить госдолг. Главным архитектором этих пошлин был никто иной, как Питер Наварро, советник Трампа по торговле, известный ястреб экономической войны, а также идиот, который ничего не понимает в экономике. И вот парадокс. Илон Маск вдруг выступает против этой политики, причем публично, и тем самым косвенно идет против Трампа. Что в апреле, выступая по видеосвязи на конференции в Италии, Маск заявил, что поддерживает создание зоны свободной торговли между США и ЕС. По его словам, идеальный вариант — взаимные нулевые тарифы и свободное передвижение товаров и людей. Мало того, что Илон прямо сказал, что давал такой совет лично президенту Трампу, то есть фактически вынес разногласия на публику, очевидно же, что Трамп выбрал противоположный курс. Он сказал: «Я бы хотел, чтобы между США и Европой была свободная торговля без пошлин», заявил Маск, добавив, что именно такой совет он давал Трампу. Зал в Италии, конечно, встретил эти слова аплодисментами. Европейцам, понятное дело, идея понравилась, как и всем адекватным людям. А вот в Вашингтоне они произвели эффект разорвавшейся бомбы. Маск, будучи официальным лицом администрации, фактически восстал против линии партии и президента на торговую войну. Для Трампа, известного своей требовательностью к лояльности, это стало очень тревожным сигналом. Первым не выдержал как раз Питер Наварро, человек, который продвигал идею тарифов. Услышать от коллеги по Белому дому, что тот лоббирует free trade с Европой, для него было сродни пощечине. Наварро отреагировал колко и резко. В одном из интервью он усомнился в компетентности Маска как промышленника, заявив, что Тесла вовсе не производитель в полном смысле, а скорее сборочный цех. Маск не автопроизводитель, а сборщик. Его машины сделаны из импортных деталей, отпустил шпильку 75-летний экономист. По сути, Наварро намекал, какой же Илон Маск патриот, если его компания зависит от иностранных поставок. Это был удар по больному месту. Не секрет, что Маск всегда гордился и выпячивал американскость Теслы, которая, достаточно сомнительна. Он даже приводил статистику, что в Тесле самый высокий процент местных компонентов среди всех автоконцернов США. И вдруг его объявляют сборщиком чужих деталей. Также Наварро еще рассказывал, что вообще, что вы слушаете Маска, он просто торгует с машинами. Маск, конечно, в долгу не остался. Если Наварро высказывался относительно вежливо на ТВ, то Илон ударил по полной в соцсетях, сорвав все дипломатические тормоза. Миллиардер буквально разразился серией оскорбительных постов на своей любимой площадке Twitter. Вот прямая цитата из его тирады. Наварро настоящий придурок. То, что он говорит, очевидная ложь. Наварро глупее мешка с кирпичами. Что правда, но тем не менее. Да-да, именно такими словами Илон Маск публично обозвал одного из ключевых чиновников собственной администрации, экономической стратегию которого и реализует Дональд Трамп, и в которую, по крайней мере, публично и искренне верит. Эпитеты посыпались один за другим. И идиот, и тупой, как мешок кирпичей. Настоящее интернет-избиение. Маск даже припомнил Наварро ту самую теорию, которую, сделал Рон Варра, псевдоним, под которым действует Наварро. Короче, не стеснялся в выражениях. Для Вашингтона подобное было достаточно неслыханно. Обычно чиновники таких рангов, если конфликтуют, то кулуарно, а не на весь интернет. А тут грязное белье на самом солнцепёке. СМИ мгновенно подхватили тему. Axios вышел с заголовкой «Boys will be boys». Белый дом о перепалке Маска с Наварро. Действительно, когда пресс-секретарь Каролин Левит, она же фашистская Барби, спросили на брифинге, что президент думает о ссоре подчиненных, та лишь улыбнулась. Мальчишки, что с них взять, пусть сами разбираются, отшутилась она. Ремарка прозвучала слегка снисходительно, мол, главы государства этот мелкий скандал не беспокоит, но многие почувствовали, в администрации стараются замять тему, пока она не переросла в открытый разлом. Тем временем Питер Наварро тоже дал комментарий, на удивление мягкий, все в порядке, меня называли и похуже.
хуже, сказал он в эфире NBC. Советник явно попытался сгладить ситуацию, показав, что не держит обиды, однако продолжил стоять на своем. Дескать, Маск выступает против тарифов, потому что у него свои интересы. Намекнул, что Илон Маск просто боится за рынок для Тесла. В общем, даже если Наварро публично и не раздувал конфликт, осадок остался весьма горький. В итоге вся эта сцена, советник президента называет другого советника тупее кирпичей, а тот в ответ заявляет: «Я не в ссоре, мне все равно», выглядела как откровенный фарс. Для политического имиджа Трампа ничего хорошего, его команда грызется на глазах у всей страны. Республиканцы забеспокоились, если уж ближайшие соратники Трампа выясняют отношения в соцсетях, как это скажется на авторитете администрации. По мере того, как ссора Маска и Наварро набирала обороты, становилось ясно, альянс Трампа и Маска дал серьезную трещину по серьезному вопросу экономического курса. Западные аналитики наперебой принялись оценивать, что же это значит. Многие пришли к выводу, что влияние Маска в Белом доме ослабевает, а Трамп начинает дистанцироваться от некогда ключевого союзника. Издание «Политика» сообщало со ссылкой на источники, что президент в приватных беседах все чаще говорит о переходе Маска на вспомогательную роль. Якобы оба, и Трамп, и Маск, согласились, что Илону пора возвращаться в бизнес, сохранив лишь статус неформального советника. На том самом заседании 24 марта, о котором упоминалось раньше, Трамп за закрытыми дверями предупредил министров, что Маск скоро отойдет от дел в администрации. И только потом позвал прессу и обрушил на Илона Маска волну комплиментов уже для красивой картинки. То есть про себя решение уже было принято, а на публике разыграли некий спектакль вежливости, впрочем, в котором были намеки, когда он сказал, что Илон Маск ему не нужен, на то, что Илон Маск ему не нужен. Как отмечают наблюдатели, тон президента сменился на более прохладный. Если раньше Трамп чуть ли не хвастался близостью с Маском, называя его своим другом и революционером, то теперь все чаще звучат оговорки по ограниченности 30-дневный мандат и про то, что Маску надо вернуться к своим предприятиям. Белый дом даже выступил с официальным заявлением 2 апреля, пытаясь опровергнуть слухи. Маск останется на посту, пока не завершит свою миссию сокращения расходов, заявила пресс-секретарь, подчеркнув, что Илон уйдет, когда невероятная работа в Доуж или Доге будет завершена. Формально это звучало как поддержка Маска, но многие прочитали между строк: уход – дело решенное, вопрос лишь времени и формулировок. Западная пресса также указывает, что Маск превратился в политический раздражитель. Если в январе-феврале его образ техногения, пришедшего починить правительство, еще вызывал энтузиазм, то к апрелю ситуация изменилась. Маск успел настроить против себя демократов до белого коленя, они считают его чуть ли не воплощением слияния власти олигархии, и достаточно правы. Да и среди обывателей рейтинг Илона упал. Согласно опросу университета Квиннипиак, 55% американцев считают, что у Маска слишком много власти в Белом доме, и эта цифра выросла по сравнению с началом года. Причем среди демократов так думают 96%, почти поголовно. Даже многие независимые избиратели обеспокоены ролью миллиардера во власти. Республиканцы в массе своей по-прежнему благосклонны к Илону, но даже там не все. Каждый шестой республиканец тоже считает влияние Маска чрезмерным. Это был серьезный звонок. Более того, апрельские протесты прокатились по стране не только против политики Трампа, но и лично против Маска. В ряде крупных городов, как вы помните, общественность вышла на митинги с плакатами вроде «Маск, убери руки от госслужбы, верни нам государство, а сам лети на Марс» и тому подобное. По данным Рейтер, на 6 апреля было запланировано около 1200 акций протеста против курса Трампа во всех штатах. И не только против курса Трампа, а против курса Трампа и Маска. Такое объединение фигур президента и его советника-миллиардера в мишени для протеста само по себе достаточно уникально. Фактически Илон разделил с Дональдом Трампом часть негативного внимания и наоборот. И это, конечно, заставило Трампа задуматься, а не станет ли Маск обузой на выборах, тем более впереди выборы в Конгресс 26 года, где республиканцам нужно держать большинство. Еще один тревожный звоночек – результаты выборов судьи Верховного суда Висконсина в апреле, ставшая крупнейшим политическим поражением Маска. Но про это расскажу после того, как напомню, что вы можете поддержать видео лайком, комментарием и подпиской на канал, а также можете поддержать видео финансово. Канал поддержать финансово. Ссылка на Patreon в описании. Вы можете стать патроном канала, то есть выбрать уровень подписки и получить соответствующие бонусы. Также вы можете купить NVPN. Это средство для обхода блокировок, которое я делаю вместе с технической командой, которое позволяет обходить блокировки, что очевидно, ведь это VPN. И, собственно, вы можете смотреть YouTube на нормальной скорости, пользоваться заблокированными независимыми изданиями и так далее. Государство не должно решать, что вам смотреть, читать и слушать. И, собственно, NVPN позволяет вам получить нормальный доступ к интернету, а также поддерживает этот канал. За мной не стоит ни олигархов, как Илон Маск, ни государств, типа грантов или еще чего-нибудь. У меня есть только вы, и большое вам спасибо, что вы поддерживаете этот канал и позволяете ему продолжать работу. Купайте NVPN, подписывайтесь на Patreon, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем. Так что случилось с выборами судьи Верховного суда Висконсина в апреле? Обычно о таких локальных выборах вообще не говорят, но тут вмешался фактор Маска. Дело в том, что Илон щедро пожертвовал деньги на кампанию консервативного кандидата, открыто поддерживаемую Трампом.
И что же случилось? Либеральный оппонент выиграл с отрывом в 10 пунктов. Многие восприняли это как поражение лично Маска, ведь демократы прямо выставляли голосование референдумом по скандальному миллиардеру. Там за этим референдумом была еще более глубокая история, что, короче, когда Трамп начал заниматься своей херней с указами, многие судьи, они просто блокировали его решение. И, собственно, Маск такой, а как они блокируют решения, надо их всех менять. И вот, значит, это привело к этой точке. Получается, его имя мобилизовало оппозиционно настроенный к нынешней власти электорат против республиканцев. Такие вещи в партии не очень прощают. Это был ранний референдум по президентству Трампа и кампании Маска по перестройке госслужбы, писал Рейтер. И референдум тот они проиграли. Неудивительно, что некоторые влиятельные республиканцы начали шептаться, мол, Маск стал политическим пассивом, в смысле, что он стал ухудшать отношения, а не улучшать. По информации политику, близкое окружение Трампа убедило его, что пора аккуратно вывести Илона из игры, пока тот не навредил партии на выборах. Один давний советник президента даже выразился грубо, но метко. Пусть кто-нибудь другой разгребает это собачье дерьмо. В данном случае дерьмо Доги. Дескать, хорошо, наигрались, теперь пора убирать последствия гавканья Маска из правительства. Такая вот игра слов от неназванного источника, явно уставшего, от постоянных сюрпризов Илона. То есть сказать, что финансовые рынки тоже отреагировали на слухи о скором уходе Маска. Акции ряда господрядчиков, компаний, живущих за счет федеральных бюджетов, выросли в цене, как только появилось сообщение о возможном уходе Илона в частный сектор. Видимо, инвесторы обрадовались, что жесткая экономия неадекватных доги, которые режут все подряд и не понимают, что режут, может закончиться, и денег из казны потечет больше. Зато акции Тесла, которые до этого падали из-за разочаровывающих квартальных показателей и публичных позиций Маска, внезапно отыграли 5% на новостях о том, что Маск, вероятно, вернется к управлению компанией. Получается, и Уолл-стрит проголосовал рублем, точнее долларом, за то, чтобы Илон убрался из политики и вернулся к автомобилям и ракетам. И там его отсутствие в Вашингтоне восприняли скорее как позитив. На фоне всех этих серьезных процессов произошел еще один курьезный, но показательный эпизод, окончательно ударивший по имиджу Маска как всемогущего технокороля, короля гиков, вот такого кумира молодежи. Речь о скандально известном уже, если можно так сказать, стриме Илона Маска с борта самолета, где он пытался играть в видеоигру Path of Exile 2. Я вот здесь думаю, как мне не сильно углубляться, чтобы тех, кто не знаком с этим всем. Короче, Path of Exile 2, если вы когда-нибудь играли в Diablo или видели Diablo, она несколько похожа, но она гораздо сложнее. Вот. И достаточно интересная, но это уже мое личное мнение. И, короче, он на борту самолета начал играть в эту игру, чтобы продемонстрировать, как он в ней хорош. Казалось бы, мелочь, какое отношение имеет игровой стрим к большой политике. Однако интернет-пользователи и СМИ превратили эту историю в настоящую иллюстрацию упадка славы Илона Маска. Дело было 6 апреля. Илон, летя на своем частном самолете, решил провести прямую трансляцию, показать, как его спутниковый интернет Starlink обеспечивает связь даже на высоте, и заодно похвастаться игровыми навыками. Он запустил на платформе Твиттера стрим по Path of Exile 2, и ожидалось эффектное шоу, типа высокие технологии, элитный джет, миллиардер-геймер между деловыми перелетами. Маск не раз назывался большим любителем игр и говорил, что он в них просто потрясающий, что он один из лучших игроков планеты в Diablo и так далее. И он все время врал, его уже неоднократно разоблачали, но тут, так сказать, одно из разоблачений было прямо в режиме онлайн. Аудитория собралась внушительная, 1000 зрителей, но что пошло не так, мягко говоря. Вместо триумфа вышел полный конфуз уже на первом серьезном испытании в игре, и он просто волосился, его персонаж наткнулся на босса. Опытные игроки знают, как его проходить, надо двигаться, уворачивать. Неважно, не суть, как это в играх устроено. Тайминги и все остальное. Казалось бы, не бином Ньютона, но Маск быстро погиб. Возможно, сказалось волнение или непрактичность, но факт, босс его съел. Чат зрителей, увидев фиаско всесильного Илона, который все рассказывал, что он охереть какой геймер, оживился. Посыпались шутки, мол, так ему и надо. Маск попытался взять реванш, начал второй заход, увы, и тут его ждала неудача. Герой снова погиб, на этот раз от другого монстра. 2 подряд поражения на элементарном уровне для супер прокачанных и разбирающихся геймеров, вызвали шквал мемов и всего остального. Зрители в чате буквально набросились на него. Надо сказать, Маск по неопытности не отключил личные сообщения в стриме, и тролли этим воспользовались. Начался настоящий шквал издевок и оскорблений, летящих прямо в экран. Илон, как можно выглядеть настолько тупым и уродливым? Почему Тесла разваливается на части? Кричало одно сообщение. Ты и так останешься неуверенным в себе человеком, добавлял другой комментатор. Кто-то начал троллить Маска, представляясь матерью одного из его многочисленных детей, требуя алиментов. Это вообще отдельная история, потому что Илон Маск, плодит детей, но кидает, их матерей, кидает самих детей, не выплачивает им деньги. Это отдельная история, не будем сейчас углубляться. Не про то ролик. Некоторые просили
просили и даже пытались включить треки Граймс, это, значит, одна из его бывших. В общем, чат превратился в настоящий ад. По выражению журналистов, зрители открыли портал в ад мемов и хейта, что иронично, потому что этим обычно занимался Маск. Он считал себя властелином мемов. Ему казалось, что он на одной волне, он что знает, но... что называется, скоротечно слава луская. И еще Starlink подвел. Как назло, начались проблемы с соединением, картинка застыла в самый разгар издевок. Маск попытался что-то сделать, но было поздно. В итоге он попросту офнул, как мы называем это, стрим, так толком и не объяснившись. И запись мгновенно разошлась по сети, все над ней угорали, куча блогеров сделала обзоры и так далее. Новостные порталы наперебой выдавали заметки с ехидными заголовками про то, как позорно он обыграл, как его высмеяли, и как Starlink завис, и как, в общем, полный позор. Игровое сообщество особенно радовалось, потому что ранее Маск хвастался, что у него очень там крутой персонаж, и он очень круто играет в Path of Exile, но выяснилось, что он не разбирается в базовых механиках, и многие посчитали, что его аккаунт просто прокачали, ну, то есть кто-то играл вместо него, и он потом сам это подтвердил, сказал, что в этом нет ничего плохого. И нет проблем в том, чтобы не уметь играть в игры, есть проблема в том, что когда ты не умеешь играть на том уровне, на котором заявляешь, и рассказываешь, что ты один из лучших игроков планеты в эту игру. Вот проблема. Проблема вот в каком-то невероятном нарциссизме. Короче, в итоге он из такого, ну не знаю, лидера в интернете, да, он стал вот чуваком, которого начали очень сильно шпынять. Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что для образа всемогущего Илона это стало очень символичным провалом. Человек, который должен был едва ли не спасать Америку от бюрократии, внезапно выглядит смешно в глазах молодежной аудитории, его же целевой аудитории, технооптимистов. Мемы разлетелись повсюду, в Твиттере был хэштег #NoobMask, хейтеры злорадствовали, сторонники приуныли. Политические комментаторы тоже не остались в стороне, некоторые язвительно замечали, что поражение Маска случается не только в видеоиграх, но и в реальном политическом гейме. Мол, не справился ни с федеральными боссами, ни с виртуальными. Конечно, само по себе неудачный стрим не причина отставки, но он стал своего рода маркером, что звезда Маска начала закатываться на всех фронтах одновременно, и в администрации Трампа, и в медийном пространстве. Маск из визионера для своих сторонников превращался в фигуру для насмешек. А такое Трамп в союзниках терпеть, конечно, не станет, и вообще отношение Трампа к союзникам и друзьям хорошо показано в фильме, значит, который про него недавно выходил. Посмотрите, если пропустили, «Ученик» он, по-моему, называется, или что-то такое. И вот теперь, когда пыль этого политического побоища начинает оседать, мы имеем следующие факты. Маск, по заверениям Белого дома, скоро его покинет. Формально по собственному желанию и по требованию закона о 130 днях. А Трамп продолжает свой курс уже без некогда незаменимого партнера и всемогущего геймера. Ирония ситуации в том, что еще год назад Трамп и Маск шли рука об руку. Маск вернул Трампу аккаунт в Твиттере, доступ к многомиллионной аудитории дал, сам за него топил, значит, агитировал за него довольно активно, тратил миллионы долларов в его поддержку, рассказывал, что он спаситель всего. Ну, то есть он... Многие полагают, что именно поддержка Маска не только лицом, но и в Твиттере, да, когда он фактически превратил Твиттер в площадку поддержки Дональда Трампа, стал причиной победы Дональда Трампа. Проверить мы это не можем, но тем не менее. В общем, он как минимум, давайте договоримся, что он стал одним из тех, кто обеспечил Трампу технологическое превосходство в агитации. Благодарность президент предоставил Маску невиданную ключевую должность в администрации, фактически второй по влиянию человек в стране. Недаром американцы в феврале считали, что у Маска чересчур много власти. Казалось, такой союз бизнес-магната и политического лидера может перевернуть горы, но многим было очевидно, и я говорил про это в своем видео, что два нарцисса вместе не уживутся. В первые недели нового срока Трамп регулярно хвастался успехами Душ, он же Доги, говорил о миллиардах сэкономленных долларов, о разоблаченных случаях мошенничества и расточительства. Заслуги за все это приписывались революционной работе Маска. Трамп называл Илона патриотом и своим другом, отмечал его вклад в победу на выборах, чуть ли не ежедневно советовался с ним по разным вопросам. Маск занял в Белом доме статус первого приятеля, а некоторые издания вовсе говорили, что это Илон Маск управляет страной вместо Дональда Трампа. Даже должности ему придумывать не стали, назвали просто советником, когда назначали, чтобы можно было подключать куда угодно. Такая близость неполитического человека к центру власти США не наблюдалась, пожалуй, со времен, не знаю, очень очень давно не наблюдалось, и многие в Америке писали, что это, ну а как, Маска никто не выбирал, при этом он имеет настолько сильное влияние. Проблема двух ярких лидеров и нарциссов в том, что рано или поздно они, конечно, начинают тянуть одеяло каждый на себя. Маск сам по себе фигура с немалыми амбициями, он привык быть главным на своих предприятиях и, видимо, перенес тот же стиль на госслужбу, да и вообще самый богатый человек планеты. Трамп же политический нарцисс, не терпящий конкуренции за внимание. Пока их интересы совпадали, борьба с выданным глубинным государством, сокращение расходов, троллинг либеральной элиты,
союз процветал. Но как только всплыли разногласия, торговые тарифы, методы управления, публичный имидж, дружба дала трещину. Ни один не захотел уступать. Маск открыто отстаивал, свое мнение. Трамп показал, что президент тут он, а не Илон Маск. В итоге их пути как будто бы разошлись. Маск, судя по всему, скоро объявит о возвращении к своим проектам, SpaceX, Tesla, новым стартапам. Возможно, сохранит какой-то консультативный статус при президенте, но очевидно, что влияния прежнего уже не будет. Западные издания пророчат, что Илон постарается дистанцироваться от политики, которая обожгла его репутацию, повлияла на компанию и вообще на все. Да и бизнес требует внимания. Акции Tesla падают без шефа, SpaceX конкуренты поджимают, пора спасать свои детища, если у Маска есть такая возможность. Трамп же, пережив этот эпизод, делает выводы. Поговаривают, что в будущем он будет намного осторожнее с приглашением звездных фигур в правительство. Для нас с вами это означает, что, как минимум на одну угрозу меньше, потому что Маск, ярый антиукраинец, то есть он буквально транслирует российскую пропаганду транслирует его отец, Илон Маск смотрит Russia Today и всячески выступает против фактически украинского руководства, распространяет в Твиттере дизу по поводу украинского руководства. И, конечно, на одного человека меньше в окружении Трампа, который, формирует этот совершенно пропутинский нарратив. Другое дело, что вокруг Трампа остались и другие, такие как Стив Уитков, который сейчас является, пожалуй, главной опасностью для Украины в принципе, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. В любом случае, не знаю, здорово, наверное, черт его знает. Хорошо, что вот это сращивание, появление такого олигархического представителя внутри администрации США сошло на нет. Это не решает все проблемы, потому что Трамп все еще идиот, все еще выбирает советников идиотов и так далее. Но, тем не менее, как минимум, наверное, одной проблемы меньше. Хотя, черт его знает, всякое бывает. Может быть, мы увидим какое-нибудь воскрешение этого союза, но пока ничего на это не тянет. Почему я говорю про воскрешение союза? Потому что у Трампа и Маска у них давняя история, потому что Маск же изначально был вообще демократическим и поддерживал демократов, и выступал против Трампа, и много чего еще делал. Потом они дружили, потом они не дружили. То есть у них уже есть какая-то история взаимоотношений. Но базово с Маском работает то же самое, что и, в принципе, у Трампа в жизни. Использовав какого-то человека, он выкидывает его как, соответственно, уже ненужный презерватив. Поживем, увидим, что будет дальше, но эта история, видимо, подходит к своему логическому завершению. Как и это видео. С вами был Майкл Наки, всего доброго, пока.